Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Изменения в пенсионном законодательстве Российской Федерации. Результаты работы по программе формирования комфортной городской среды, обеспечения пожарной безопасности. Эти вопросы обсудили в ходе очередного единого информационного дня. Информгруппу, с которой мы выехали, возглавили начальник отдела финансов администрации города Игорь Семенов и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Чувашской республике Лидия Борисова. Информационная встреча состоялась с коллективом автоагрегатного завода. Игорь Геннадьевич ознакомил горожан с проводимыми дорожными работами. В Канаше идет капитальный ремонт асфальтного покрытия по улице Богдана Хмельницкого, Котовского и других улиц. Также ремонт дорожного покрытия, освещения пешеходных сетей. Это по микрорайону Восточному 20. Там сметная стоимость 1 900 000 рублей, тоже транспортник выполняет. Текущий ремонт дворовых территорий, опять-таки, микрорайон Восточный 24. И на сумму 2 400 000 рублей. И текущий ремонт дорожного покрытия на 2 миллиона рублей по улице Канашская, 8. Особый интерес среди присутствующих вызвал вопрос о грядущих изменениях в пенсионном законодательстве. Первая категория, которых затронет это изменения, это мужчины 1958 года рождения, 59 года рождения и женщины 64 года рождения. Они будут выходить на пенсию на год позднее, общеустановленного нынешнего пенсионного возраста, то есть они выйдут на пенсию в 2020 году. И по окончанию вот этого переходного периода мужчины 63 года рождения уже будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, и женщины 71 года рождения в 1934 году уже начнут выходить на пенсию в 63 года. Изменения не коснутся граждан, работающих с опасными и вредными условиями труда, пенсия которым назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья, матерей, родивших и воспитавших 5 детей, в северных районах 2 детей, родителей детей-инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 1 группы, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, лиц, проработавших в летно-испытательном составе. Досрочный выход на пенсию по выработанному стажу. В целом он сохраняется, но изменения здесь также произойдут. Если гражданин в 2019 году, педагог, выработал требуемый 25-летний стаж, право на пенсию он приобретет, выход на пенсию только спустя год. Если он выработает стаж в 2020 году, то там уже он откладывает срок выхода на пенсию на 2 года. Вот с учетом тех переходных положений, которые зафиксированы для женщин, по сути. И так на протяжении 8 лет откладывается выход на пенсию на 8 лет в общей сложности, как для мужчин, так и для женщин. Работники автоагрегатного завода задавали вопросы, касающиеся их физически тяжелой работы. Работаю на шлифовке уже 29 лет. У меня все руки уже больные. Я ночью не сплю от того, что руки немеют и очень сильно болят. И болит поясница, болит весь позвоночник полностью. Вот как мне доработать еще до 63 лет? Вопрос оказался риторическим. Если подобная деятельность не вошла в специальный список по вредности, то людям придется выходить на пенсию на общих основаниях. На вашем предприятии лица, занятые на шлифовке, они пользуются правом на досрочный выход на пенсию? Нет. Список 1, список 2 для них не предусматривает, не распространяет. Оценка условий труда проводится у нас. Есть специальная система оценки труда. До конца текущего года все рабочие места должны пройти специальную оценку труда. И там, где будет подтвержден вредный фактор условий труда, опасный, на лиц, которые заняты на этих участках труда, уплачивается, во-первых, дополнительный тариф в пенсионный фонд, исходя из которого будет потом рассчитываться их размер пенсии. И таким образом обеспечивается их досрочный выход на пенсию. 90% граждан против, если не больше, введения данной пенсионной реформы. Но на митинги никто выходить не готов. Никто отстаивать свои интересы не готов. Боятся люди закона наверняка. Вот сейчас уже начинается вопрос о том, что Володя Литвинов сказал, что вообще ставится, есть задача поставить, вообще отменить вот этот
государственное пенсионное обеспечение. Не получится так, что вот такая вот пассивность людей, значит, приведет именно впоследствии к данному вопросу. У нас, значит, не государственные пенсионные фонды, скажут, сами накапливайте. То есть это определенная ступенька. Потому что изменение пенсионного возраста тоже началось вот с таких информационных вопросов. Потом вот вы все доводы, которые привели, на каждый ваш довод можно привести контрдовод, который полностью опровергнет обоснованность вашу, понимаете? Это и по здоровью. Вот у станков стоят, жена вышла у меня пораньше на пенсию, она постоянно, болеет и прочее. Вот если представить еще 5 лет, вот всех вот этих заставить работать, им бывает некоторым с кровати встать трудно, а им надо будет идти на работу. 19 июля в первом чтении законопроект принят. Ожидают второе чтение. Возможно, здесь Госдума примет дополнительные изменения. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Автоагрегатный завод. Сообщество автолюбителей «Дорожная обстановка-21» регулярно проводит совместные рейды с ГИБДД, направленные на пропаганду правил дорожного движения. Пропаганда – это первый шаг к уменьшению количества ДТП и повышению культуры вождения. Об этом в следующем сюжете. Обстановка на канашских дорогах оставляет желать лучшего. Пешеходные переходы давно перестали быть гарантией безопасности. Чаще всего виной становится нарушение скоростного режима. Дорожная обстановка-21 настаивает на том, чтобы водители стали внимательными и бдительными. Соблюдение правил дорожного движения может сохранить как чужие жизни, так и свои. Совсем скоро начнется учебный год. На улице станет рано темнеть, а значит, на проезжей части будет становиться опаснее. В связи с этим наши участники дарят детям светоотражателям, а водителям в качестве напоминания об элементарных правилах красочные буклеты. Также с водителями будет проведена краткая беседа о важности вождения в трезвом состоянии, обязательном использовании ремней безопасности и детских кресел, а также соблюдение скоростного режима и дистанции на дорогах. Уважаемые канашцы, помните, жизнь города в наших руках, и соблюдение правил дорожного движения минимизирует несчастные случаи и катастрофы на проезжей части. Совместные рейды по пропаганде всегда дают хороший результат. Участие детей привлекает внимание общественности. От лица сотрудника ГИБДД просим всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными и взаимовежливыми. Дети раздавали водителям памятки с правилами дорожного движения. Водители ответственно обещали не нарушать. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Центральная площадь. Дворовый спорт – начальный шаг к победе. Именно здесь раскрываются способности молодого поколения. Далее о том, как развивается спортивное направление в городе Канаше. Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Эти задачи уже не первый год ставит перед собой отдел физической культуры и спорта администрации города Канаша, во главе которого уже много лет самоотверженно трудится начальник отдела Искандер Мингалиев. Одним из наиболее успешных видов деятельности, который развивается в городе Канаше, является работа по организации дворовых команд. Наша команда ежегодно принимает участие в спартакиадах Чувашской республики среди команд по месту жительства. И в течение 10 лет нами было завоевано 5 кубков. Это ровно половина от того количества, которое было разыграно. Лучшую дружину по месту жительства выбрали на днях в спортивной школе «Локомотив». Сильнейшие дворовые команды городов и районов встретились вместе. Состязания шли внутри комплекса и на площадке. Эстафета, мини-футбол, баскетбол, перетягивание каната. Участвовали мальчики и девочки школьного возраста. Заветный кубок победителя получила команда города Канаша. Особое место занимает организация досуга взрослого населения. Популярностью пользуются почти все спортивные объекты и виды деятельности, отнесенные к массовому спорту. Сегодня в спортивном зале детской спортивной школы «Локомотив» города Канаш проводится республиканский этап соревнований школьной баскетбольной лиги Чувашской республики. И здесь сегодня представлена команда 4 муниципалитетов.
Сегодня здесь можно будет наблюдать за тем, как свои навыки и умения продемонстрируют, в том числе спортсмены Республики Марий Эл. Ну и, конечно же, ждем успехов от представителей Чувашской Республики. Сегодня здесь на помостах свое мастерство продемонстрируют ребята, юноши и девушки, мужчины и женщины из 9 муниципалитетов Чувашской Республики. Наблюдать, как тренируются спортсмены, было приятно. Гиревой спорт молодеет. Непростым видом занимаются дети со школьной скамьи. Тяжелые гири тягают даже хрупкие девушки. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит «Победи красиво!». Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Конькобежные соревнования проводятся по всей России. Участие принимают дети. В микрорайоне БАМ за призовые места боролись девочки и мальчики 2003-2008 годов рождения. Несмотря на свой юный возраст, дети уверенно держатся на коньках, регулярно посещают катки города. Дворовый спорт является одним из наиболее благоприятных для подрастающего поколения, так как именно во дворе есть именно те возможности, находясь недалеко от дома, жить в единении со спортом, заниматься спортом, развивать активно различные виды дворовой деятельности. Всех приглашаем на наш каток микрорайон БАМ. Приходите, всегда буду рад вас видеть в нашем уютном микрорайоне. Участники получили подарки в виде сувенира с символикой соревнования. Аббревиатура ГТО хорошо знакома старшим поколениям. Готов к труду и обороне. Этот лозунг для миллионов парней и девушек был отнюдь не пустым звуком. И вот сегодня более 60 ребят получили заслуженные знаки отличия за участие в муниципальном фестивале сдачи тестовых нормативов. Мы сегодня могли наблюдать такую тенденцию, что те, кто впервые попробовал свои силы в рамках фестиваля, были отмечены. Впоследствии данные дети будут выступать уже, показывать результаты и сдавать тестовые нормативы непосредственно в рамках комплекса. И хочу отметить, что те, кто были награждены уже сегодня золотыми, серебряными, бронзовыми знаки отличий, они начинали первые шаги именно с подобных фестивалей. Из года в год число награжденных знаками ГТО растет, в очередной раз доказывая, что молодежь за здоровый образ жизни. Если внимательно посмотреть историю города Канаши, в частности, историю летописи города, спорта непосредственно, то можно найти интересные факты, которые гласят о том, что велодвижение имеет довольно долгую историю. Сегодня мы провели очередной 4-й велопробег, посвященный Дню города, который своего рода стал продолжением тех велопробегов, которые были в далекие времена. И вот сегодня, если вы внимательно посмотрите, здесь представлена Дина Федоровна. Также здесь сегодня присутствует у нас наша звездочка Ксения Кириллова, которая выигрывала универсиаду в 2011 году в Китае и вписала в историю города Канаш тоже славную традицию. Спортивные мероприятия, проводимые городом, с каждым годом набирают обороты, не говоря уже о количестве участников. Их становится все больше и больше. Для многих стартом к занятиям спортом профессионально послужили дворовые игры. Это и футбол, и баскетбол на школьных площадках, и многое другое. Дворовый спорт. С одной стороны, это здоровый образ жизни и досуг. С другой – возможность вырастить звезд. Именно в спортивных занятиях по месту жительства куется характер, происходит преодоление самого себя. Ведь дворовый спорт – это спорт личностей, способных к действию. Марина Баринова, Елена Бладцева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезию,
геодезическую и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор-вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.